Человек, чей голос звучит на этой пленке, известен в политических кругах Кыргызстана под прозвищем «Серый кардинал». Усен Сыдыков — фигура, которая десятилетиями оставалась в тени официальной власти, но при этом, согласно свидетельствам бывших депутатов и министров, именно он определял, кто займет ключевые посты в правительстве, кто получит контроль над прибыльными активами на юге страны и кто будет снят с должности за непослушание. Его имя никогда не появлялось на первых полосах газет. Его лицо редко мелькало в телевизионных новостях. Но в кулуарах власти все знали: если Сыдыков против вашей кандидатуры, вы не получите ничего. Бывший сотрудник аппарата президента, который согласился говорить только на условиях анонимности, вспоминает: когда в кабинет входил Усен Турдакунович, даже министры вставали. Не из уважения, из страха. Он знал про каждого из нас то, что могло разрушить карьеру за одну ночь. Откуда у этого человека была такая власть? Какие секреты он собирал годами, чтобы держать в руках целую политическую элиту? Весной 2010 года Кыргызстан переживал один из самых драматичных периодов в своей новейшей истории. 7 апреля в столице вспыхнули массовые протесты против президента Курманбека Бакиева, которые переросли в вооруженное противостояние, унесшее жизни десятков людей. Президент бежал из страны, власть перешла к Временному правительству во главе с Розой Атунбаевой. Но вместо долгожданной стабильности страна погрузилась в хаос. На юге республики, в Орской и Джалалабадской областях начали нарастать межэтнические напряжения, которые к началу июня достигли критической точки. Именно в эти дни, когда Временное правительство еще не контролировало ситуацию в регионах, когда силовые структуры были деморализованы и дезориентированы, когда в городах Южного Кыргызстана ходили слухи о готовящихся погромах и провокациях, и была сделана та самая запись телефонного разговора Усена Сыдыкова. Случайность ли это? Или спецслужбы уже тогда знали, что готовится нечто страшное, и вели прослушку ключевых фигур, способных повлиять на развитие событий? 9 июня 2010 года, за 2 дня до начала кровавых столкновений в Оше, оперативники ГКНБ зафиксировали исходящий звонок с мобильного номера, зарегистрированного на Усена Сыдыкова. Согласно техническим данным, звонок был совершен в 23 часа 40 минут по местному времени. Разговор длился 4 минуты 37 секунд. Абонент на другом конце линии находился в Орской области. Точное местоположение — город Ош, район Шарк. В служебной записке, составленной дежурным оперативником той ночи, есть пометка красным маркером. Содержание разговора требует немедленного доклада руководству. Возможна угроза национальной безопасности. Но доклад так и не был сделан. Почему? Бывший сотрудник ГКНБ, который работал в отделе прослушки в те дни, рассказывает: когда мы расшифровали записи и поняли, что там говорится, начальник отдела побледнел. Он взял кассету, запер ее в сейф и сказал: это выше нашего уровня допуска. Через 2 дня начался ад в Оше, а запись исчезла из сейфа. Кто-то забрал ее ночью, и мы больше никогда о ней не говорили. На той записи, фрагменты которой позже попали в сеть, слышен голос мужчины, говорящего на кыргызском языке с характерным южным акцентом. Голос спокойный, уверенный, без эмоций. Голос человека, который привык отдавать приказы и знает, что они будут выполнены. «Эльди Кочегалупчик, выводи людей на улицу», — произносит он, и в этой фразе нет ни тени сомнения, ни намека на просьбу, только четкое указание. Далее следует фрагмент, который вызвал наибольший резонанс. «Биз бул ишти бугунертень бытрушу керек, убак и джок». Мы должны закончить это дело сегодня-завтра. Времени нет. Эксперты, проводившие фоноскопическую экспертизу, подтвердили: голос на записи принадлежит Усену Сыдыкову с вероятностью 92%. Но сам Сыдыков категорически отрицал свою причастность к этому разговору, заявляя, что запись — фальсификация, созданная его политическими противниками для дискредитации. Кому верить? Технологиям голосового анализа или словам политика, который всю жизнь строил карьеру на умении скрывать правду? Чтобы понять, почему этот телефонный звонок мог стать детонатором трагедии, нужно вернуться на несколько лет назад и посмотреть, кем был Усен Сыдыков до весны 2010 года. Родившийся в 1949 году в небольшом селе Ошской области, он прошел путь от рядового партийного работника
до одного из самых влиятельных людей на юге Кыргызстана. В советское время Сыдыков занимал должности в комсомольских и партийных структурах, где, по воспоминаниям его современников, проявил незаурядные способности к организации людей и умение находить подход к любому человеку, будь то простой колхозник или высокопоставленный чиновник из Москвы. После распада Советского Союза, когда Кыргызстан обрел независимость, Сыдыков не ушел в тень, как многие его коллеги по партии, а наоборот, укрепил свои позиции, став советником нескольких президентов и депутатом парламента. Его главная сила заключалась не в официальных должностях, а в неформальных связях. Он знал всех, кто имел вес на юге страны. Он мог одним звонком решить вопрос, который другие пытались решить месяцами через официальные инстанции. Но была и другая сторона его деятельности, о которой предпочитали не говорить вслух. Согласно материалам расследования, проведенного независимыми журналистами в 2011 году, Усен Сыдыков контролировал значительную часть теневого бизнеса на юге Кыргызстана. От торговли на рынках до транспортных перевозок, от строительных подрядов до распределения земельных участков. Бывший предприниматель из Оша, который потерял свой бизнес после конфликта с людьми Сыдыкова, рассказывает: «Если ты хотел работать в Оше, ты должен был платить дань. Не напрямую ему, конечно, но через его людей. 10% от прибыли. Иначе к тебе приходили и объясняли, что твой бизнес больше не нужен городу. Милиция, налоговая, санэпидемстанция — все они работали по одному звонку сверху. Сколько миллионов долларов прошло через руки Сыдыкова за годы его теневого правления? Почему ни одно расследование так и не привело к его аресту? И главное, использовал ли он эти деньги для финансирования политических проектов, которые должны были укрепить его власть? Весной 2010 года, после свержения президента Бакиева, Усен Сыдыков оказался в сложной ситуации. Новая власть в лице Розы Атунбаевой и ее команды не была лояльна к старой элите. Многие политики, связанные с режимом Бакиева, были отстранены от должностей или бежали из страны. Сыдыков формально не занимал высоких постов в правительстве Бакиева, но все знали о его близости к свергнутому президенту и его окружению. Более того, по данным оперативных служб, именно Сыдыков был одним из организаторов попытки мобилизации сторонников Бакиева на юге страны в апреле 2010 года, когда президент еще надеялся вернуть контроль над ситуацией. Эта попытка провалилась, Бакиев покинул страну, а Сыдыков остался в Кыргызстане, понимая, что его влияние тает с каждым днем. Бывший депутат парламента, близкий к Временному правительству, вспоминает: «В мае 2010 года Сыдыков приезжал в Бишкек и пытался договориться с новой властью. Он предлагал свою помощь в стабилизации ситуации на юге, обещал, что сможет контролировать настроение населения. Но ему дали понять: твое время прошло. Мы строим новую страну без таких, как ты». Что почувствовал человек, который десятилетиями был хозяином положения, когда ему сказали, что он больше никто? Именно в этот период, между маем и июнем 2010 года, согласно показаниям нескольких свидетелей, Усен Сыдыков начал проводить серию закрытых встреч с влиятельными людьми на юге Кыргызстана. Встречи проходили не в официальных кабинетах, а на частных дачах, в ресторанах, где можно было говорить без свидетелей. Один из участников таких встреч, бывший глава районной администрации, который позже дал показания следствию, рассказал: «Сыдыков говорил, что новая власть в Бишкеке не понимает юг, не уважает наши традиции и интересы. Он говорил, что если мы не покажем свою силу сейчас, нас просто сотрут, отстранят от всех ресурсов и решений. Он призывал к единству, к тому, чтобы продемонстрировать Бишкеку, что без нас они не смогут управлять страной». Звучит как призыв к мирному протесту, не так ли? Но что стояло за этими словами? Какие конкретные действия планировались на этих закрытых встречах? И почему через несколько недель после этих разговоров юг Кыргызстана превратился в зону кровавого конфликта? Для того, чтобы понять истинную роль Усена Сыдыкова в событиях июня 2010 года, необходимо обратиться к документам, которые стали доступны лишь спустя годы после трагедии. В 2015 году в рамках парламентского расследования Орских событий была рассекречена часть архивов ГКНБ, касающихся оперативной работы в период с апреля по июнь 2010 года. Среди этих документов — служебные записки, отчеты о прослушке телефонных разговоров, протоколы допросов информаторов.
И вот что поражает. Имя Усена Сыдыкова встречается в этих документах более 50 раз. 50 раз за 2 месяца. Это означает, что спецслужбы пристально следили за каждым его шагом, фиксировали каждый звонок, каждую встречу. Почему? Что знали оперативники, чего не знало общество? И самое главное, если они знали о готовящейся провокации, почему не предотвратили ее? Один из рассекреченных документов особенно примечателен. Это служебная записка от 3 июня 2010 года, подписанная начальником регионального управления ГКНБ по Ошской области. В записке говорится: агентурные данные указывают на активизацию деятельности Сыдыкова УТ и его окружения. Зафиксированы множественные контакты с лидерами неформальных групп в городе Ош и прилегающих районах. Содержание разговоров носит конспиративный характер, используются кодовые слова и иносказания. Рекомендуется усилить оперативное наблюдение и рассмотреть вопрос о превентивных мерах. Документ датирован 3 июня, а события в Оше начались 11 июня. 8 дней — достаточно времени, чтобы предотвратить катастрофу. Но превентивные меры так и не были приняты. Почему? Бывший высокопоставленный сотрудник ГКНБ, который согласился дать интервью только при условии полной анонимности, объясняет. Проблема была в том, что Сыдыков имел связи на самом верху. Даже в новом правительстве были люди, которые были ему обязаны или боялись его. Когда мы пытались получить санкцию на его задержание, нам говорили: «Подождите, не время. Нужны более веские доказательства». А потом было уже поздно. Но вернемся к той самой записи телефонного разговора от 9 июня. Что именно говорил Усен Сыдыков своему собеседнику в ту ночь? Публичная версия записи, которая попала в интернет, длится всего 1 минуту 20 секунд. Это лишь фрагменты полного разговора, который, напомним, продолжался 4 минуты 37 секунд. Что содержится в тех 3 минутах, которые были вырезаны? Эксперт по информационной безопасности, который работал с этой записью в рамках независимого расследования, утверждает: судя по характеру монтажа, из записи удалены наиболее компрометирующие фрагменты. Слышны резкие обрывы звука, неестественные паузы. Это классический признак того, что кто-то целенаправленно вырезал определенные слова или фразы. Что там было? Возможно, конкретные указания о том, где и когда начать провокацию. Возможно, упоминание имен других участников плана. Мы никогда не узнаем, пока полная версия не будет обнародована. В публичной версии записи, помимо уже упомянутой фразы «выводи людей на улицу», есть еще несколько фрагментов, которые вызывают вопросы. В одном из них Сыдыков говорит: «Алар бездиукпайт, анда без аларга курсатушибискерек». Они нас не слышат, значит, мы должны показать им. Показать что? Силу? Готовность к сопротивлению? Или нечто более зловещее? В другом фрагменте слышна фраза «Бары да Эрболсон, мин сигнал Бергенде». Пусть все будут готовы, когда я дам сигнал. Какой сигнал? Кто эти все, которые должны быть готовы? И самое тревожное. В конце разговора Сыдыков произносит «Эчким гяйтпа, бул бездин арабас». «Никому не говори, это между нами». Почему нужна такая секретность, если речь идет о законных политических действиях? Разве мирный протест требует конспирации и тайных сигналов? Человек, с которым разговаривал Сыдыков той ночью, так и не был официально установлен. В материалах следствия фигурирует некий абонент X, личность которого засекречена. Но журналистские расследования и показания свидетелей позволяют предположить, кто мог быть на другом конце линии. Согласно одной из версий, это был влиятельный бизнесмен из Оша, контролировавший несколько крупных рынков и имевший связи с криминальными группировками. Согласно другой версии, это мог быть бывший силовик, уволенный после апрельских событий и затаивший обиду на новую власть. Есть и третья, наиболее конспирологическая версия. Собеседником был представитель иностранной спецслужбы, заинтересованный в дестабилизации Кыргызстана. Какая из этих версий ближе к истине? Бывший следователь, работавший по делу ошских событий, говорит: «Мы знали, кто был на том конце провода. Мы знали его имя, его адрес, его связи. Но когда мы попытались вызвать его на допрос, нам сказали, что этот человек находится под защитой. Чьей защитой? Это осталось тайной.
Дело закрыли, свидетеля мы так и не допросили. 11 июня 2010 года, через 2 дня после того телефонного разговора, в Оше начались столкновения, которые переросли в полномасштабный межэтнический конфликт. Официальные данные говорят о 426 погибших, но многие эксперты считают, что реальное число жертв значительно выше. Возможно, более 1000 человек. Тысячи домов были сожжены. Десятки тысяч людей стали беженцами. Целые кварталы превратились в руины. Кыргызстан пережил самую страшную трагедию в своей новейшей истории. И вопрос, который не дает покоя до сих пор, можно ли было предотвратить эту катастрофу. Если бы спецслужбы действовали решительнее после получения той служебной записки от 3 июня, если бы Усен Сыдыков был задержан до того, как сделал тот роковой звонок, если бы власти прислушались к предупреждениям оперативников, изменилось бы что-то? Или трагедия была неизбежна, потому что за ней стояли силы, которые невозможно было остановить одними арестами и запретами? Усен Сыдыков был арестован 23 июня 2010 года, через 12 дней после начала событий в Оше. Его обвинили в разжигании межэтнической розни, организации массовых беспорядков и призывах к насильственному свержению конституционного строя. Следствие длилось более года, в ходе которого были допрошены сотни свидетелей, изучены тысячи документов, проведены десятки экспертиз. Но главная улика, та самая запись телефонного разговора от 9 июня, так и не была приобщена к делу в качестве доказательства. Официальная причина — невозможность установить подлинность записи и идентифицировать голос с абсолютной точностью. Неофициальная причина, о которой шептались в кулуарах суда. Запись содержала информацию, которая могла скомпрометировать не только Сыдыкова, но и других влиятельных людей, чьи имена нельзя было озвучивать публично. В итоге Сыдыков был приговорен к пожизненному заключению, но не за организацию конфликта, а за другие преступления, связанные с коррупцией и злоупотреблением властью. Справедливость ли это? Или очередная попытка скрыть правду о том, кто действительно стоял за трагедией июня 2010 года? Чтобы понять, был ли Усен Сыдыков главным организатором Орских событий или лишь одной из фигур в большой игре, нужно посмотреть на контекст тех дней шире. Весна и лето 2010 года в Кыргызстане — это не просто период политической нестабильности. Это время, когда в стране столкнулись интересы множества сил. Старые элиты, пытавшиеся сохранить влияние, новой власти, стремившейся к радикальным переменам, криминальных группировок, желавших использовать хаос для передела собственности, и внешних игроков, заинтересованных в ослаблении Кыргызстана. В этой сложной мозаике Сыдыков был важной, но не единственной фигурой. Бывший министр внутренних дел, который работал во Временном правительстве в 2010 году, вспоминает. «Мы получали информацию о том, что готовятся провокации на юге, но источники этой информации были противоречивыми. Одни говорили, что это дело рук сторонников Бакиева, другие утверждали, что за этим стоят криминальные авторитеты. Третьи намекали на иностранный след. Сыдыков был одним из подозреваемых, но далеко не единственным. Проблема была в том, что у нас не было ресурсов и времени, чтобы проверить все версии. Мы тушили пожар, а не искали поджигателей. Существует версия, которую активно обсуждали в экспертных кругах, но которая так и не получила официального подтверждения. Операция под кодовым названием «ТЭЗЕК». Согласно этой версии, еще в мае 2010 года группа бывших силовиков и политиков, связанных со свергнутым режимом Бакиева, разработала план дестабилизации юга Кыргызстана с целью дискредитации нового правительства и создания условий для возвращения старой элиты к власти. План предусматривал провокацию межэтнического конфликта, который должен был показать неспособность Временного правительства контролировать ситуацию в стране и вынудить международное сообщество вмешаться или потребовать отставки Розы Атунбаевой. Усен Сыдыков, согласно этой версии, был одним из координаторов операции на местах, человеком, который должен был мобилизовать нужных людей и запустить механизм конфликта. Источник этой информации — анонимный документ, который появился в интернете в 2012 году и якобы представлял собой внутреннюю записку ГКНБ. Подлинность документа так и не была подтверждена, но многие детали, описанные в нем, совпадают с реальными событиями тех дней. Если версия об операции ТЭЗЕК верна, то возникает вопрос. Кто еще, кроме Сыдыкова, был вовлечен в этот план?
В том анонимном документе упоминаются имена нескольких высокопоставленных чиновников и бизнесменов, но все они либо покинули страну, либо умерли при загадочных обстоятельствах в последующие годы. Один из них, бывший глава администрации президента при Бакиеве, погиб в автокатастрофе в 2011 году, при обстоятельствах, которые следствие признало подозрительными, но дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. Другой влиятельный бизнесмен, контролировавший значительную часть экономики Юга, умер от сердечного приступа в 2013 году, хотя, по словам его близких, никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Третий исчез без вести в 2014 году, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Совпадение? Или систематическое устранение свидетелей, которые знали слишком много о том, что произошло в июне 2010 года? Но есть и другая версия событий, которая переворачивает всю картину с ног на голову. Согласно этой версии, Усен Сыдыков не был организатором конфликта, а наоборот пытался его предотвратить. Сторонники этой теории указывают на то, что фраза «выводи людей на улицу» могла иметь совершенно иной контекст. Не призыв к погромам, а попытка организовать мирные демонстрации, чтобы снять социальное напряжение и дать людям возможность выразить свое недовольство законным путем. Они утверждают, что запись была вырвана из контекста и использована для дискредитации Сыдыкова, который на самом деле пытался договориться с разными сторонами конфликта и найти мирное решение. Адвокат Сыдыкова, который защищал его в суде, говорит: «Мой клиент всегда был сторонником диалога и компромисса. Да, он звонил разным людям в те дни. Да, он пытался влиять на ситуацию. Но его цель была не разжечь конфликт, а погасить его. К сожалению, его усилия были неправильно истолкованы, а запись разговора была использована против него недобросовестными людьми, которые хотели найти козла отпущения за трагедию, в которой виноваты совсем другие силы». Кому верить? Версии настолько противоречивы, что разобраться в них без доступа к полным материалам следствия и рассекреченным архивам практически невозможно. Но одно можно сказать точно. Усен Сыдыков знал гораздо больше, чем рассказал на суде. Во время процесса он несколько раз пытался сделать заявление о том, что за сучкими событиями стояли силы, которые он не может назвать публично. Но судья каждый раз прерывал его, ссылаясь на то, что это не относится к предъявленным обвинениям. Один из журналистов, присутствовавших на процессе, вспоминает: «Было видно, что Сыдыков хочет что-то сказать, что у него есть информация, которая могла бы изменить ход дела. Но каждый раз, когда он начинал говорить о других людях, о каких-то планах и встречах, его останавливали. Создавалось впечатление, что суд не заинтересован в установлении полной картины произошедшего, а хочет просто закрыть дело и поставить точку». Почему суд не дал Сыдыкову высказаться? Чего боялись те, кто контролировал процесс? И что именно хотел рассказать Сыдыков, но так и не смог? После вынесения приговора Усен Сыдыков был помещен в колонию строгого режима, где отбывает наказание до сих пор. За годы заключения он несколько раз давал интервью журналистам, в которых продолжал настаивать на своей невиновности и утверждать, что является жертвой политического заказа. В одном из таких интервью, данном в 2018 году, он сказал: «Я знаю, кто действительно виноват в том, что произошло в Оше. Я знаю имена, я знаю, как все было спланировано. Но если я скажу это вслух, меня убьют. Не в переносном смысле, убьют физически. Поэтому я молчу и жду. Рано или поздно правда все равно выйдет наружу, потому что слишком много людей знают об этом, и кто-то из них рано или поздно заговорит». Блеф отчаявшегося человека или реальная угроза? Действительно ли Сыдыков обладает информацией, которая может перевернуть все, что мы знаем о божских событиях? И если да, то почему он до сих пор жив, если эта информация настолько опасна для тех, кто стоит за трагедией? Сегодня, спустя более 10 лет после тех событий, вопрос о роли Усена Сыдыкова в Орской трагедии остается открытым. Для одних он — главный злодей, человек, который своими действиями спровоцировал кровопролитие и разрушил жизни тысяч людей. Для других — козел отпущения, на которого свалили вину за преступления, совершенные другими. Для третьих — лишь одна из фигур в сложной игре, где настоящие кукловоды остались в тени. Истина, как всегда, где-то посередине, но найти ее можно только при одном условии: если будут рассекречены все материалы следствия, если будет проведено новое независимое расследование,
Если свидетели, которые до сих пор молчат из страха, наконец решатся говорить. Произойдет ли это когда-нибудь? Или тайна того телефонного звонка от 9 июня 2010 года так и останется неразгаданной, а имя Усена Сыдыкова навсегда останется символом одной из самых темных страниц в истории Кыргызстана. Представьте себе человека, который 20 лет работал личным охранником высокопоставленных чиновников, слышал сотни конфиденциальных разговоров, присутствовал на закрытых встречах, где решались судьбы тысяч людей. Теперь представьте, что этот человек впервые за 35 лет соглашается говорить перед камерой о том, что видел и слышал в те роковые дни июня 2010 года. Его зовут Азамат. Фамилию он просит не называть, потому что, по его словам, даже сейчас, спустя столько лет, он боится за свою жизнь и жизнь своей семьи. Мы встретились с ним в небольшой квартире на окраине Бишкека, где он живет один, почти не выходя на улицу. Руки его дрожат, когда он достает из старого чемодана пожелтевшие фотографии и документы, которые хранил все эти годы. «Я молчал так долго, потому что знал, если заговорю, меня найдут», — говорит он, и в его глазах читается настоящий страх. Что такого знает этот человек, что заставляет его прятаться даже сейчас, когда многие участники тех событий уже умерли или сидят в тюрьме? Какие секреты он хранил 3,5 десятилетия и почему решил нарушить молчание именно сейчас? Азамат работал в службе безопасности одного из влиятельных бизнесменов Оша, человека, чье имя фигурировало в материалах следствия по ошским событиям, но который так и не был привлечен к ответственности. Этот бизнесмен, назовем его условно господин М., контролировал значительную часть торговли на юге Кыргызстана и имел тесные связи как с криминальными структурами, так и с высокопоставленными чиновниками, включая Усена Сыдыкова. По словам Азамата, в мае 2010 года, сразу после свержения президента Бакиева, господин М. начал получать странные звонки и визиты от людей, которых охранник раньше никогда не видел. «Это были необычные деловые партнеры, вспоминает Азамат. Они приезжали поздно вечером, всегда на машинах с тонированными стеклами, без номеров или с поддельными номерами. Разговоры велись за закрытыми дверями, но иногда я слышал обрывки фраз. Они говорили о каких-то планах, о сроках, о том, что нужно подготовить людей. Один раз я услышал, как кто-то сказал: «Если мы не сделаем это сейчас, нас всех сметут». Тогда я не понял, о чем речь, но после 11 июня все стало ясно. Самое шокирующее свидетельство Азамата касается встречи, которая состоялась 7 июня 2010 года, за 4 дня до начала событий в Оше. В тот вечер на дачу господина М. приехали несколько человек, среди которых, по словам охранника, был и Усен Сыдыков. Встреча длилась около 3 часов, и Азамат, дежуривший у входа, несколько раз слышал, как внутри повышались голоса, как будто участники спорили о чем-то важном. В какой-то момент дверь приоткрылась, и я услышал, как Сыдыков говорит: «Мы не можем больше ждать, народ уже на пределе. Если мы не дадим им выход, они сами все разнесут». Кто-то ему ответил: «А если это выйдет из-под контроля?» И Сыдыков сказал: «Тогда мы скажем, что это была стихийная реакция народа, что мы тут ни при чем». После этого все замолчали, и я отошел от двери, чтобы меня не заметили. Если эти слова действительно были произнесены, то они полностью меняют картину. Получается, что участники встречи заранее планировали спровоцировать народные волнения, но при этом готовились отрицать свою причастность, если ситуация выйдет из-под контроля. Это не спонтанный взрыв народного гнева, а тщательно спланированная операция с запасными вариантами и алиби. Но Азамат рассказывает не только о разговорах. Он утверждает, что видел документы, которые господин М. получил на той встрече 7 июня. «После того, как гости уехали, мой босс попросил меня принести ему воды в кабинет», — вспоминает охранник. «Когда я вошел, на столе лежала папка с бумагами. Я не читал их специально, но краем глаза заметил, что там были списки. Фамилии, адреса, какие-то пометки. Одна из бумаг была озаглавлена «План мероприятий». И там стояли даты. 10 июня, 11 июня, 12 июня. Рядом с каждой датой были написаны какие-то действия, но я не успел прочитать подробно, потому что босс заметил, что я смотрю на бумаги, и резко закрыл папку.
Он посмотрел на меня так, что я понял. Лучше забыть то, что увидел. Существуют ли эти документы до сих пор? Где они могут храниться? И самое главное, можно ли их найти и использовать как доказательство того, что Орские события были не стихийным бунтом, а спланированной акцией? Свидетельства Азамата подтверждаются косвенными данными из других источников. В 2016 году группа независимых журналистов получила доступ к банковским документам нескольких компаний, связанных с господином М и его окружением. Анализ финансовых операций показал странную картину. В период с 1 по 10 июня 2010 года со счетов этих компаний были сняты крупные суммы наличными. В общей сложности более $2 миллионов США. Официального объяснения этим транзакциям не было. В бухгалтерских документах они проходили как хозяйственные расходы без детализации. Куда пошли эти деньги? Один из бывших сотрудников компании господина М, который согласился дать показания анонимно, утверждает: «Нам сказали снять наличные и передать их определенным людям. Кому именно, не уточнялось, но я знаю, что часть денег пошла на оплату услуг так называемых активистов, людей, которые должны были организовывать митинги и демонстрации. Нам объяснили, что это необходимо для защиты наших бизнес-интересов, что новая власть хочет отобрать у нас все, и мы должны показать, что народ на нашей стороне». $2 миллиона — это огромные деньги для Кыргызстана 2010 года, когда средняя зарплата в стране составляла около $150 в месяц. На эти деньги можно было нанять сотни, если не тысячи людей, обеспечить их транспортом, едой, даже оружием. Были ли эти деньги использованы для организации погромов? Или они пошли на что-то другое, о чем мы до сих пор не знаем? И еще одна деталь из рассказа Азамата заставляет задуматься о масштабах подготовки к событиям. По его словам, 9 июня, в день того самого телефонного разговора с Идыкова, на склад одной из компаний господина М были доставлены несколько грузовиков с непонятным содержимым. «Я дежурил в ту ночь и видел, как приехали 3 КАМАЗа с брезентовыми тентами», — рассказывает охранник. «Водители сказали, что везут стройматериалы, но когда они начали разгружать, я заметил, что среди ящиков были какие-то металлические прутья, цепи, даже канистры с какой-то жидкостью. Один из рабочих случайно уронил канистру, и я почувствовал резкий запах бензина. Зачем на склад торговой компании привозить бензин в канистрах ночью? Это было странно, но я не стал задавать вопросов. На следующий день, 10 июня, эти грузовики уехали, и я больше их не видел. А 11-го начался ад. Металлические прутья, цепи, канистры с бензином — это не инструменты для мирного протеста. Это орудие погрома. Если свидетельство Азамата правдиво, то получается, что за день до начала событий кто-то целенаправленно готовил материальную базу для насилия и поджогов. Кто отдал приказ на эту доставку? Кто получил эти инструменты? И как они были использованы 11 июня? Но самое страшное в рассказе Азамата — это то, что произошло после начала событий. По его словам, 11 июня, когда в Оше уже начались столкновения и поджоги, господин М получил телефонный звонок, после которого его лицо стало белым как мел. «Я никогда не видел своего босса таким испуганным», — вспоминает охранник. Он положил трубку и сказал мне: «Собирай вещи, мы уезжаем. Немедленно». Я спросил, что случилось, но он не ответил, только повторял: «Всё вышло из-под контроля, это не должно было так произойти». Мы уехали из Оша в ту же ночь, даже не дождавшись утра. Потом я узнал, что многие из тех, кто был на встрече 7 июня, тоже срочно покинули город. Кто-то уехал в Бишкек, кто-то вообще за границу. Они бежали, как будто знали, что за ними придут. Что так напугало этих людей? Осознание масштаба трагедии, которую они спровоцировали? Или страх перед тем, что их роль в событиях будет раскрыта? А может быть, они получили угрозу от тех, кто стоял еще выше в этой пирамиде заговора и кто решил избавиться от свидетелей? Азамат утверждает, что после отъезда из Оша он еще несколько месяцев работал на господина М, но атмосфера изменилась полностью. «Он стал параноиком», — говорит охранник. Постоянно менял телефонные номера, боялся прослушки, не доверял даже своим ближайшим людям. Однажды он сказал мне: «Если со мной что-то случится, знай, это не несчастный случай.
Они убирают всех, кто знает слишком много. Я спросил, кто они, но он не ответил, только покачал головой. В 2012 году господин М. действительно погиб при загадочных обстоятельствах. Официально это была автокатастрофа, но эксперты, изучавшие место происшествия, высказывали сомнения в случайности аварии. Машина бизнесмена врезалась в бетонное ограждение на пустой трассе в ясную погоду. При этом тормозная система, как показала экспертиза, была неисправна. Совпадение? Или исполнение того самого предсказания, которое господин М. сделал своему охраннику? И если это было убийство, то кто стоял за ним? Те самые таинственные «они», о которых говорил бизнесмен? После гибели своего босса Азамат уволился из охраны и старался жить тихо, не привлекая к себе внимания. Но в 2015 году, когда началось парламентское расследование Орских событий, к нему пришли люди, которые представились сотрудниками Следственного комитета. Они задавали вопросы о моем бывшем боссе, о встречах, которые проходили на его даче, о том, кого я видел там в июне 2010 года, рассказывает Азамат. Я отвечал уклончиво, говорил, что плохо помню, что прошло уже много лет. Они ушли, но через неделю мою квартиру обокрали. Странное ограбление. Взломали дверь, перевернули все вверх дном, но ничего ценного не взяли. Ни деньги, ни технику. Зато исчез старый блокнот, в котором я записывал номера машин гостей моего босса, и несколько фотографий, которые я случайно сделал на телефон во время одной из встреч. Я понял. Это было предупреждение. Мне дали понять, что за мной следят, и что лучше молчать. Кто организовал это ограбление? Те же люди, которые представлялись следователями? Или кто-то другой, кто узнал, что Азамат давал показания? И почему так важно было уничтожить именно блокнот с номерами машин и фотографии? Что они могли раскрыть? Сегодня Азамат живет в постоянном страхе, но решил нарушить молчание, потому что, по его словам, устал жить в этом кошмаре. «Я хочу, чтобы люди знали правду», — говорит он. Орские события не были стихийным взрывом народного гнева. Это была спланированная операция, в которой участвовали влиятельные люди, имевшие свои интересы. Усен Сыдыков был одним из них, но далеко не главным. Были и другие, более могущественные фигуры, которые остались в тени. Я не знаю всех деталей этого плана. Я был всего лишь охранником, который случайно услышал и увидел то, что не должен был. Но даже того, что я знаю, достаточно, чтобы понять. Нас всех обманули. И простых кыргызов, и простых узбеков. Всех нас использовали в чужой игре, а потом бросили разбираться с последствиями. Можно ли доверять словам человека, который скрывался столько лет и решил заговорить только сейчас? Не пытается ли он свалить вину на мертвых, которые уже не могут защититься? Или его свидетельство — это действительно ключ к разгадке того, что произошло в июне 2010 года? Пока Азамат рассказывает свою историю в скромной квартире на окраине Бишкека, в архивах Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана хранятся документы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть его слова. Но доступ к этим архивам закрыт для общественности, и даже парламентская комиссия, расследовавшая Орские события, получила лишь частичный доступ к материалам, причем многие документы были предоставлены в редактированном виде, с вымаранными именами и датами. Почему спецслужбы так тщательно охраняют эти архивы? Что там может содержаться такого, что нельзя показывать даже спустя более 10 лет после событий? Бывший депутат парламента, который входил в состав Следственной комиссии, рассказывает. Когда мы запросили полный доступ к материалам оперативной работы ГКНБ за май-июнь 2010 года, нам ответили, что часть документов утрачена, часть засекречена по соображениям национальной безопасности, а часть вообще никогда не существовала в письменном виде, потому что информация передавалась устно. Это абсурд. Спецслужба, которая прослушивает телефоны, следит за подозреваемыми, собирает агентурные данные, вдруг заявляет, что у нее нет письменных отчетов о самом важном периоде в новейшей истории страны. Очевидно, что документы есть, но их не хотят показывать, потому что там содержится информация, которая может скомпрометировать людей, до сих пор находящихся у власти или имеющих влияние. Один из документов, который все же попал в руки журналистов, хотя и в неофициальном порядке,
проливает свет на то, насколько глубоко спецслужбы были осведомлены о готовящихся событиях. Это протокол совещания руководства ГКНБ от 5 июня 2010 года, на котором обсуждалась оперативная обстановка в южных регионах страны. В протоколе, копия которого была опубликована на одном из оппозиционных сайтов в 2017 году, говорится: агентурные данные свидетельствуют о подготовке провокационных действий в городе Ош и прилегающих районах. Установлены факты финансирования неформальных групп из источников, связанных с бывшим режимом. Зафиксированы закупки горюче-смазочных материалов и предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Рекомендуется провести превентивные мероприятия, включая задержание лиц, подозреваемых в организации беспорядков. Документ подписан тогдашним председателем ГКНБ и несколькими его заместителями. Если этот протокол подлинный, то возникает вопрос: почему рекомендованные превентивные мероприятия не были проведены? Почему люди, которых спецслужбы подозревали в подготовке провокаций, не были задержаны до 11 июня? Кто отдал приказ не вмешиваться и по каким причинам? Существует версия, которую высказывают некоторые эксперты, и которая звучит почти как конспирологическая теория, но при этом объясняет многие странности тех дней. Согласно этой версии, руководство ГКНБ знало о готовящихся провокациях, но сознательно не предприняло мер по их предотвращению, потому что получило указание сверху позволить событиям развиваться. Зачем? Чтобы дискредитировать Временное правительство, показать его неспособность контролировать ситуацию в стране и создать предлог для введения чрезвычайного положения или даже для военного переворота. Сторонники этой версии указывают на то, что в первые дни после начала событий в Оше некоторые высокопоставленные военные и силовики действительно выступали с заявлениями о необходимости передачи власти сильной руке, способной навести порядок. Один из таких силовиков, генерал в отставке, который в 2010 году занимал высокий пост в Министерстве обороны, в интервью несколько лет спустя признал: да, были разговоры о том, что гражданское правительство не справляется, что нужна военная администрация. Но эти разговоры не переросли в действия, потому что международное сообщество дало понять, что не потерпит военного переворота в Кыргызстане. Означает ли это, что Орские события были частью более широкого плана по смене власти в стране, плана, который в итоге провалился из-за внешнего давления? Но вернемся к архивам ГКНБ и к тому, что в них может храниться. Помимо протоколов совещаний и служебных записок, там должны быть записи телефонных разговоров не только Усена Сыдыкова, но и других ключевых фигур тех дней. Ведь если спецслужбы прослушивали Сыдыкова, логично предположить, что они прослушивали и других подозреваемых. Где эти записи? Почему они не были использованы в ходе следствия? Бывший оперативник ГКНБ, который работал в отделе прослушки в 2010 году и согласился дать интервью на условиях полной анонимности, рассказывает: записей было много, очень много. Мы прослушивали десятки людей, фиксировали сотни разговоров. Но после 11 июня к нам пришло указание: все записи, сделанные в период с 1 по 10 июня, передать в специальный отдел для анализа. Мы передали, и больше эти записи никто не видел. Официально они были уничтожены как не имеющие оперативной ценности. Но я знаю, что это неправда. Такие записи не уничтожают, их прячут. Где они сейчас, не знаю. Но уверен, что они существуют и хранятся в каком-то секретном архиве, доступ к которому имеют только избранные. Если эти записи действительно существуют и когда-нибудь будут обнародованы, они могут полностью изменить наше понимание орских событий. Представьте, сотни часов телефонных разговоров, в которых обсуждаются планы, распределяются роли, отдаются приказы, голоса людей, которые считали, что их никто не слышит, которые говорили откровенно, не подозревая, что каждое слово записывается. Эти записи могли бы ответить на все вопросы. Кто был главным организатором? Кто финансировал операцию? Кто отдавал приказы на местах? Кто знал заранее, что произойдет, и не сделал ничего, чтобы это предотвратить? Но пока эти записи остаются недоступными, мы можем только строить предположения и полагаться на свидетельства таких людей, как Азамат, которые видели лишь часть картины и рассказывают о ней спустя годы, когда память уже не так надежна, а мотивы могут быть неоднозначными.
Будут ли когда-нибудь рассекречены архивы ГКНБ? Или тайна Ожских событий так и останется тайной, похороненной в секретных хранилищах спецслужб? Еще один документ, который вызывает множество вопросов, это медицинская карта Усена Сыдыкова, которая стала частично доступна во время судебного процесса. Согласно этой карте, в период с апреля по июнь 2010 года Сыдыков несколько раз обращался к врачам с жалобами на сильные головные боли, бессонницу и повышенное артериальное давление. Врачи диагностировали у него хронический стресс и рекомендовали снизить нагрузку. Но Сыдыков отказался от лечения, ссылаясь на занятость. Один из врачей, который консультировал Сыдыкова в те дни и согласился дать комментарий для этого расследования, вспоминает. Он выглядел измотанным, постоянно нервничал, говорил, что у него очень важные дела, которые нельзя отложить. Я спросил, что его так беспокоит, но он не стал вдаваться в подробности, только сказал, что от его решений зависят судьбы многих людей. Тогда я подумал, что он преувеличивает, что это просто стресс от политической нестабильности в стране. Но после 11 июня я вспомнил его слова и понял. Он действительно знал, что готовится что-то серьезное, и это его разрывало изнутри. Означает ли это, что Сыдыков испытывал угрызение совести? Или просто боялся последствий того, что планировал? А может быть, он был не организатором, а заложником ситуации? Человеком, которого втянули в игру, из которой он не мог выйти? В медицинской карте Сыдыкова есть еще одна любопытная деталь. Запись от 8 июня 2010 года. За 3 дня до начала событий, в которой врач отмечает, что пациент находится в состоянии крайнего возбуждения, отказывается от седативных препаратов и настаивает на выписке, несмотря на рекомендации остаться под наблюдением. Он сказал мне: «У меня нет времени лежать в больнице. Через несколько дней все изменится, и я должен быть там», — вспоминает врач. Я спросил, что он имеет в виду, но он не ответил, только повторил: «Все изменится». Тогда я не придал этому значения, но теперь понимаю. Он знал, что через 3 дня начнется то, что перевернет жизнь всей страны. Если Сыдыков действительно знал заранее о дате начала событий, то это еще одно доказательство того, что Ожские столкновения не были спонтанными. Но знание о дате еще не означает, что он был организатором. Возможно, ему просто сообщили о планах других людей, и он пытался как-то повлиять на ситуацию, предотвратить худшее или, наоборот, использовать ее в своих интересах. Какова была его истинная роль? Мы можем только гадать, пока не получим доступ ко всем материалам дела и всем свидетельствам. Медицинские записи также показывают, что после ареста в тюрьме состояние здоровья Сыдыкова резко ухудшилось. У него развилась гипертония, начались проблемы с сердцем, появились признаки депрессии. Тюремный врач, который наблюдал его в первые месяцы заключения, рассказывает. Он постоянно повторял, что его предали, что он был не один, что другие остались на свободе, а его сделали козлом отпущения. Он говорил, что если расскажет всю правду, то многие влиятельные люди окажутся на скамье подсудимых рядом с ним. Но он боялся, что если заговорит, его убьют прямо в тюрьме. Я думал, что это паранойя, вызванная стрессом и заключением. Но потом вспомнил, сколько заключенных умирали при загадочных обстоятельствах в наших тюрьмах, и подумал, а вдруг он прав? Действительно ли Сыдыков находится в опасности даже за решеткой? Есть ли люди, которые заинтересованы в том, чтобы он никогда не рассказал то, что знает? И если да, то почему он до сих пор жив? Потому что его молчание гарантировано страхом? Или потому что те, кто мог бы его убрать, сами уже мертвы или потеряли влияние? Но архивы ГКНБ и медицинские карты — это лишь часть головоломки. Есть еще один источник информации, который может пролить свет на события июня 2010 года, но к которому почти невозможно получить доступ. Личные дневники и записи участников тех событий. Некоторые из ключевых фигур вели дневники, делали заметки, записывали свои мысли и наблюдения. Где эти дневники сейчас? Были ли они изъяты во время обысков? Уничтожены самими авторами из страха? Или спрятаны в надежде, что когда-нибудь их можно будет опубликовать без риска для жизни? В 2019 году в интернете появился фрагмент текста, который, по утверждению анонимного источника,
представлял собой выдержку из дневника одного из участников встречи 7 июня на даче господина М. Подлинность этого текста не подтверждена, но его содержание настолько детально и специфично, что многие эксперты склонны считать его подлинным. В этом фрагменте автор описывает атмосферу той встречи, споры между участниками, их страхи и надежды. Вот несколько строк из этого текста. Сыдыков настаивал на том, что нужно действовать быстро, пока новая власть еще не укрепилась. Он говорил, что у нас есть всего несколько дней, чтобы показать Бишкеку, что без нас они не смогут управлять югом. Но другие сомневались. Один из присутствующих сказал, а если это выйдет из-под контроля? Если начнутся погромы и убийства? Сыдыков ответил, тогда мы скажем, что это была стихийная реакция народа на политику центра. Мы тут ни при чем. Квот 29. Эти слова меня напугали. Я понял, что мы играем с огнем, но было уже поздно отступать. Если этот дневник действительно существует и когда-нибудь будет опубликован полностью, он может стать ключевым доказательством того, что Ошские события были спланированы заранее, и что их организаторы заранее готовили себе алиби на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Но пока мы имеем только фрагмент, опубликованный анонимно, без указания автора и без возможности проверить его подлинность. Кто мог быть автором этого дневника? Один из бизнесменов, присутствовавших на встрече? Чиновник? Или кто-то из силовиков? И почему этот человек решил обнародовать фрагмент своих записей спустя 9 лет после событий? Из желания очистить совесть? Из страха перед возмездием? Или из каких-то других мотивов? Эксперт по почерковедению, который анализировал фотографию рукописного текста, опубликованную вместе с фрагментом дневника, утверждает: почерк принадлежит человеку среднего или пожилого возраста, образованному, привыкшему писать от руки. Судя по характеру записей, это не спонтанные заметки, а продуманный текст, написанный с целью зафиксировать события для истории. Автор явно понимал важность того, что происходит, и хотел оставить свидетельство для потомков. Помимо дневников, есть еще один потенциальный источник информации — аудио- и видеозаписи, сделанные участниками событий на свои мобильные телефоны. В 2010 году смартфоны с камерами уже были достаточно распространены, и многие люди фиксировали происходящее вокруг. Где эти записи сейчас? Некоторые из них попали в интернет сразу после событий, но большинство так и остались в частных архивах, потому что их владельцы боялись последствий публикации. Один из жителей Оша, который снимал на телефон события 11-12 июня, рассказывает: «У меня есть видео, на котором видно, как группа людей в одинаковой одежде, явно организованная, поджигает дома. Это не была толпа разъяренных людей, это была группа, действовавшая по плану. Они приезжали на машинах, выходили с канистрами и факелами, поджигали дома и уезжали. Я хотел передать это видео следствию, но мне посоветовали не делать этого, потому что на видео можно опознать некоторых людей. А эти люди имеют связи с влиятельными структурами. Мне сказали, если ты покажешь это видео, тебя найдут и убьют. Поэтому я храню его у себя и никому не показываю». Сколько таких видео существует? Сколько свидетельств того, что события были организованы и управляемы, а не стихийны, как утверждает официальная версия? И почему люди, владеющие этими доказательствами, до сих пор боятся их обнародовать? Страх. Вот что объединяет всех свидетелей ошских событий, с которыми удалось поговорить для этого расследования. Страх перед местью. Страх перед тем, что правда окажется слишком опасной. Страх перед тем, что их свидетельства будут использованы не для установления справедливости, а для новых политических игр. Этот страх понятен. Слишком много людей погибло при загадочных обстоятельствах после 2010 года. Слишком много свидетелей исчезло или замолчало под давлением. Но без этих свидетельств, без доступа к архивам, без публикации всех материалов дела мы никогда не узнаем полной правды о том, что произошло в июне 2010 года. Мы будем продолжать спорить о версиях, строить теории, обвинять одних и защищать других, но истина так и останется где-то там, в закрытых архивах, в спрятанных дневниках,
в непоказанных видеозаписях, в памяти людей, которые боятся говорить. Изменится ли когда-нибудь эта ситуация? Наступит ли день, когда все документы будут рассекречены, все свидетели смогут говорить без страха, и мы, наконец, узнаем, кто действительно стоял за трагедией, унесшей жизни сотен людей и разрушившей судьбы тысяч? Или эта тайна так и останется неразгаданной, а имя Усена Сыдыкова навсегда останется символом вопроса без ответа? Представьте себе подземный бункер, построенный еще в советские времена, куда можно попасть только через секретный вход, замаскированный под обычный подвал жилого дома в центре Оша. Этот бункер, согласно рассекреченным документам КГБ, был частью системы укрытий для партийной элиты на случай ядерной войны. Но после распада Советского Союза о нем забыли, и официально он был списан как непригодный для использования. Однако бывший сотрудник коммунальных служб города, который обслуживал подземные коммуникации, утверждает, что в мае-июне 2010 года этот бункер внезапно ожил. Он видел, как туда завозили генераторы, продукты питания, средства связи, как будто кто-то готовился к длительному пребыванию под землей. Более того, по его словам, 9 июня, в ночь того самого телефонного разговора Усена Сыдыкова, к входу в бункер подъехали несколько машин с затемненными стеклами, из которых вышли люди в деловых костюмах, явно не рабочие и не военные. Встреча в бункере длилась несколько часов, а когда люди выходили, один из них, по описанию свидетеля, очень похожий на Сыдыкова, выглядел крайне взволнованным и что-то горячо объяснял остальным, размахивая руками. Что обсуждалось в том бункере за несколько часов до начала трагедии? Почему встреча проходила в таком секретном месте, а не в обычном офисе или на частной даче? И кто были те люди, которые спустились под землю в ту роковую ночь, чтобы принять решение, последствия которых ощущаются до сих пор? Существование этого бункера и встречи в нем подтверждается не только словами коммунальщика, но и косвенными данными из других источников. В материалах следствия по делу Сыдыкова есть показания одного из его водителей, который утверждал, что вечером 9 июня отвозил своего босса в центр Оша, к дому номер 23 по улице, название которой он не помнит, но описывает как тихую улицу с невысокими зданиями советской постройки. Водитель ждал около 3 часов, и когда Сыдыков вернулся, тот был бледен и молчалив, не отвечал на вопросы и только приказал везти его домой как можно быстрее. Журналисты, которые попытались найти этот дом по описанию водителя, обнаружили, что в центре Оша действительно есть здание, подходящее под это описание, и что в его подвале, согласно старым планам города, находится вход в систему подземных укрытий. Но когда они попытались получить доступ к этому подвалу, им отказали, сославшись на то, что объект находится в аварийном состоянии, и посещение его опасно для жизни. Случайность ли это? Или власти до сих пор скрывают то, что происходило в том бункере, потому что там могут остаться следы встречи, которая изменила судьбу страны? Бывший коммунальщик, который видел ту встречу, рассказывает еще одну деталь, которая заставляет задуматься. По его словам, когда люди выходили из бункера, один из них нес большую папку с документами, а другой — портативный компьютер, что было необычно для 2010 года, когда ноутбуки еще не были так распространены в Кыргызстане. Что содержалось в той папке и на том компьютере? Планы операции? Списки людей, которых нужно было мобилизовать? Финансовые документы, показывающие, откуда поступали деньги на организацию событий? Свидетель утверждает, что пытался подойти ближе, чтобы рассмотреть лица людей. Но охранник, стоявший у входа, грубо оттолкнул его и приказал уходить. На следующий день, 10 июня, когда коммунальщик вернулся к тому месту, чтобы проверить состояние коммуникаций, вход в бункер был заварен металлическими листами, а на двери висела табличка с надписью «Опасно! Вход запрещен». Кто отдал приказ запечатать бункер так быстро? И что хотели скрыть те, кто это сделал? Если встреча в бункере действительно состоялась, то это означает, что организаторы ошских событий понимали необходимость максимальной конспирации и выбрали место, где их никто не мог подслушать или зафиксировать на камеры наблюдения. Подземный бункер, построенный для защиты от ядерной войны, с толстыми бетонными стенами, которые глушат любые сигналы мобильной связи, с единственным входом, который легко контролировать. Идеальное место для встречи людей,
которые не хотят оставлять следов. Но даже самая тщательная конспирация не может быть абсолютной. Всегда остаются свидетели, случайные наблюдатели, люди, которые видели то, что не должны были видеть. Коммунальщик, водитель, охранник. Все они видели фрагменты картины, и если сложить эти фрагменты вместе, начинает проявляться образ тщательно спланированной операции, в которой каждая деталь была продумана заранее. Но кто был архитектором этой операции? Усен Сыдыков? Или кто-то другой, кто использовал Сыдыкова как исполнителя, а потом бросил его, когда все пошло не по плану? Эксперт по подземным сооружениям, который изучал систему бункеров в Воше, рассказывает, что эти укрытия были построены в 70-е годы XX века и представляли собой целую сеть туннелей и помещений, соединяющих ключевые здания города. Здание обкома партии, управление КГБ, военкомат, главпочтамт. После распада СССР большая часть этих туннелей была затоплена или завалена. Но некоторые участки остались проходимыми, и местные жители иногда использовали их как склады или укрытия. Однако бункер, о котором идет речь, был особенным. Он находился на глубине 15 метров, имел автономную систему вентиляции и водоснабжения, был оборудован средствами связи, которые могли работать даже при полном отключении городских коммуникаций. Это был командный пункт, место, откуда в случае войны должны были управлять обороной города. И если в июне 2010 года кто-то решил использовать этот бункер для встречи, то это говорит о том, что эти люди понимали. Они готовят не просто протест или демонстрацию, а нечто масштабное, что потребует координации, управления, возможно, даже военного планирования. Но вернемся к той ночи 9 июня. Что именно обсуждалось в бункере? У нас нет прямых доказательств, нет записей разговоров, нет протоколов встречи, но мы можем реконструировать возможное содержание этой встречи, основываясь на том, что произошло в последующие дни. Во-первых, участники встречи должны были согласовать дату начала акции — 11 июня, через 2 дня. Во-вторых, они должны были распределить роли. Кто будет мобилизовать людей на улице? Кто обеспечит транспорт и снабжение? Кто будет координировать действия на местах? Кто возьмет на себя связь с силовыми структурами? Или, наоборот, будет следить за тем, чтобы силовики не вмешались слишком рано? В-третьих, они должны были обсудить финансовую сторону. Сколько денег потребуется, откуда они поступят, как будут распределены. И, наконец, они должны были договориться о том, что делать, если ситуация выйдет из-под контроля, как защитить себя от ответственности, кого можно будет принести в жертву, чтобы спасти остальных. Все это требовало времени, обсуждения, споров, компромиссов. 3 часа, которые участники провели в бункере, вполне достаточно для такого совещания. Один из участников той встречи, если верить анонимному источнику, который связался с журналистами в 2020 году, позже признался своему близкому другу, что в ту ночь в бункере произошел серьезный конфликт. Часть участников встречи настаивала на том, чтобы отложить акцию, потому что, по их мнению, подготовка была недостаточной, а риски слишком велики. Но другая часть, во главе которой, по словам источника, стоял Усен Сыдыков, утверждала, что времени больше нет, что новая власть с каждым днем укрепляется, и если не действовать сейчас, то возможность будет упущена навсегда. Спор был настолько жарким, что один из участников даже пригрозил выйти из игры и рассказать все властям. Но его быстро успокоили, напомнив, что он уже слишком глубоко вовлечен, и отступать поздно. В итоге победила точка зрения Сыдыкова, и было принято решение действовать 11 июня, несмотря на все риски. Этот рассказ невозможно проверить, потому что источник отказался назвать имя человека, который ему это рассказал, и не предоставил никаких документальных доказательств. Но если это правда, то получается, что даже среди организаторов не было единства, что некоторые из них понимали опасность того, что затевают, но были вынуждены подчиниться более решительным и безрассудным. После той встречи в бункере, если она действительно состоялась, события начали развиваться стремительно. 10 июня, за день до начала столкновений, в Воше и окрестных селах начались странные передвижения людей и техники. Свидетели рассказывают о грузовиках, которые привозили группы молодых мужчин в город, о раздаче денег и алкоголя, о том, как кто-то распространял слухи
о готовящихся нападениях на кыргызские или узбекские кварталы, в зависимости от того, в какой части города это происходило. Все это выглядело не как спонтанная реакция населения на какие-то события, а как организованная мобилизация, управляемая из единого центра. Был ли этим центром тот самый бункер, где накануне встречались Сыдыков и его сообщники? Или существовал еще один уровень управления, о котором мы до сих пор не знаем? Бывший милиционер, который дежурил в те дни в одном из районов Оша, вспоминает. «Мы видели, что происходит что-то необычное, что люди собираются группами, что кто-то их организует. Мы докладывали начальству, просили разрешения вмешаться, разогнать эти группы, пока не поздно. Но нам приказали не трогать людей, сказали, что это мирные собрания, что у людей есть право выражать свое мнение. А на следующий день эти мирные собрания превратились в погромы и убийства». Почему милиции было приказано не вмешиваться? Кто отдал этот приказ? Это один из ключевых вопросов, на который до сих пор нет ответа. Официальная версия гласит, что руководство милиции просто недооценило опасность ситуации, что они думали, будто смогут контролировать события и не хотели провоцировать конфликт преждевременным вмешательством. Но многие эксперты считают эту версию неубедительной. Милиция в Кыргызстане всегда действовала жестко при любых признаках массовых беспорядков, разгоняла даже мирные демонстрации, если считала их угрозой общественному порядку. Почему же в июне 2010 года, когда угроза была очевидна, милиция вдруг стала такой осторожной и нерешительной? Версия, которую высказывают некоторые бывшие силовики, звучит так. Руководство милиции получило указание сверху не вмешиваться, потому что кто-то из высокопоставленных чиновников или политиков хотел, чтобы события развивались по определенному сценарию. Кто мог отдать такое указание? Кто-то из Временного правительства? Или кто-то из старой элиты, у кого еще оставались связи в силовых структурах? Или, может быть, это было решение самого руководства милиции, которое по каким-то причинам не хотело вмешиваться в конфликт? Существует еще одна версия, которая объясняет бездействие милиции, но звучит она настолько зловеще, что многие отказываются в нее верить. Согласно этой версии, часть руководства милиции была подкуплена организаторами событий и сознательно саботировала попытки предотвратить конфликт. Доказательств этой версии нет, но есть косвенные улики. Например, тот факт, что несколько высокопоставленных милицейских чинов, которые отвечали за безопасность в Оше в июне 2010 года, вскоре после событий были уволены, но не понесли никакого наказания. Более того, некоторые из них получили хорошие должности в частных охранных компаниях или коммерческих структурах. Откуда у них появились такие возможности? Кто помог им устроиться на новые места? И не является ли это платой за услуги, оказанные в те роковые дни? Бывший следователь, который работал по делу о бездействии милиции во время ошских событий, рассказывает. «Мы пытались выяснить, почему милиция не вмешалась вовремя, почему не были приняты меры по предотвращению конфликта. Мы допрашивали начальников, изучали приказы и распоряжения, анализировали действия каждого подразделения. И знаете, что мы обнаружили? Хаос. Полный хаос. Никто не знал, кто отдавал приказы, кто был ответственным, кто должен был действовать. Создавалось впечатление, что система управления была намеренно разрушена, чтобы никто не мог эффективно отреагировать на происходящее. Это не была случайность. Это была диверсия изнутри. Пока в Оше разворачивались события, которые через день приведут к трагедии, в Бишкеке в кабинетах Временного правительства также происходило нечто странное. Согласно показаниям нескольких бывших чиновников, которые работали в правительстве в те дни, 10 июня, за день до начала столкновений, в столицу начали поступать тревожные сообщения с юга о скоплении людей, о распространении слухов, о напряженной обстановке. Но эти сообщения почему-то не доходили до высшего руководства или доходили с большим опозданием. Один из бывших помощников премьер-министра вспоминает. «Я лично видел несколько срочных докладов из Ожской области, в которых говорилось о возможности конфликта. Я передал эти доклады своему начальнику, но он сказал, что премьер занят другими вопросами и что эти доклады можно рассмотреть позже. Я настаивал, говорил, что ситуация серьезная, но меня не слушали. А на следующий день началось то, что началось,
И все вдруг стали спрашивать, почему мы не знали, почему нас не предупредили. Но ведь предупреждали. Просто никто не хотел слушать или не мог услышать из-за бюрократической неразберихи. Была ли эта бюрократическая неразбериха случайной? Или кто-то намеренно создавал препятствия для того, чтобы информация не доходила до тех, кто мог принять решение о вмешательстве? В архивах правительства сохранились документы, которые показывают странную картину. 10 июня, в тот самый день, когда с юга поступали тревожные сигналы, в Бишкеке проходило экстренное совещание по вопросам экономической политики, на котором присутствовали почти все ключевые министры и руководители силовых ведомств. Совещание длилось несколько часов, и все это время участники были фактически отрезаны от оперативной информации, потому что, согласно протоколу, во время совещания запрещалось пользоваться мобильными телефонами и выходить из зала. Кто организовал это совещание именно в тот день? Кто настоял на таком строгом протоколе? И не было ли это способом отвлечь внимание руководства страны от того, что происходит на юге? Бывший министр, который присутствовал на том совещании, говорит: «Мне показалось странным, что нас собрали именно в тот день и заставили обсуждать вопросы, которые могли подождать. Но я не придал этому значения, думал, что просто совпадение. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, это не было совпадением. Кто-то хотел, чтобы мы были заняты и не могли оперативно отреагировать на события в Оше. Если эта версия верна, то получается, что организаторы ошских событий действовали не только на местном уровне, но и имели возможность влиять на процессы в столице, манипулировать повесткой дня правительства, создавать информационные и организационные барьеры. Это требует серьезных ресурсов, связей на самом высоком уровне, возможно, даже поддержки со стороны кого-то из членов правительства или близких к нему людей. Кто мог быть этим человеком? Имя, которое чаще всего упоминается в неофициальных разговорах, это имя одного из заместителей премьер-министра, человека, который отвечал за связь с регионами и который, по некоторым данным, имел тесные контакты с южной элитой, включая Усена Сыдыкова. Этот человек никогда не был официально обвинен в причастности к Орским событиям. Более того, он продолжал занимать высокие посты в правительстве еще несколько лет после трагедии. Но журналисты, которые пытались расследовать его роль, столкнулись с непреодолимыми препятствиями: отказом в доступе к документам, молчанием свидетелей, угрозами в свой адрес. Один из журналистов, который работал над этой темой, рассказывает: «Я собрал достаточно материала, чтобы задать серьезные вопросы об этом человеке. Но когда я попытался опубликовать свое расследование, мне позвонили из редакции и сказали, что материал не выйдет. Причину не объяснили, просто сказали: забудь об этом, если хочешь продолжать работать». Я понял, этот человек неприкасаемый, у него есть защита на самом верху. Но вернемся к событиям 10 июня. Пока в Бишкеке шло совещание, а в Оше готовились к акции, в других городах Кыргызстана также происходили странные вещи. В Джалалабаде, втором по величине городе Юга, местные активисты начали получать анонимные звонки с предупреждениями о том, что завтра в Оше начнутся беспорядки, и что нужно быть готовыми к тому, что волна насилия может перекинуться и на другие города. Кто делал эти звонки? Как эти люди знали заранее, что произойдет в Оше? Один из активистов, который получил такой звонок, вспоминает: «Голос был мужской, говорил на кыргызском языке, но с акцентом, который я не смог определить. Он сказал: завтра в Оше начнется резня. Если вы не хотите, чтобы это повторилось у вас, готовьтесь защищаться». Я спросил, кто он и откуда знает, но он повесил трубку. Я подумал, что это провокация, но на всякий случай предупредил своих друзей. А на следующий день все произошло именно так, как он сказал. Были ли эти звонки попыткой предупредить людей, или наоборот, способом распространить панику и подготовить почву для расширения конфликта на другие регионы? И кто стоял за этими звонками? Те же люди, которые организовывали события в Оше, или кто-то другой, кто пытался помешать их планам? В ту же ночь, с 10 на 11 июня, в Оше произошло еще одно событие, которое осталось почти незамеченным на фоне последующей трагедии, но которое может быть ключом к пониманию того, что произошло. Около полуночи в здании областной администрации сработала пожарная сигнализация, и все сотрудники, включая руководство, были эвакуированы. Пожара не было,
сигнализация сработала ложно, но пока разбирались с причинами, прошло около 2 часов. И все это время здание было фактически пусто. Охранник, который дежурил в ту ночь, рассказывает. Пока все были на улице, я заметил, что в одно из окон на 2 этаже кто-то светил фонариком. Я подумал, что это кто-то из сотрудников вернулся за вещами. Но когда я поднялся наверх, там никого не было. Зато я заметил, что дверь в архив приоткрыта, хотя она всегда должна быть заперта. Я заглянул внутрь и увидел, что несколько шкафов открыты, а на полу валяются какие-то бумаги. Я доложил об этом начальству, но мне сказали, что это, наверное, кто-то из сотрудников забыл закрыть шкафы перед эвакуацией. Но я знаю, что это неправда, потому что архив всегда закрывается на ключ, и ключ хранится у начальника отдела. Что искали в архиве областной администрации в ту ночь? Какие документы могли быть украдены или уничтожены? И связано ли это с событиями, которые начались через несколько часов? Одна из версий, которую высказывают эксперты, заключается в том, что в архиве областной администрации хранились документы, касающиеся распределения земли и собственности в Орской области. Документы, которые могли показать, кто контролирует ключевые активы региона и кто имеет финансовые интересы в сохранении или изменении существующего порядка. Если эти документы были украдены или уничтожены, то это могло быть сделано для того, чтобы скрыть следы коррупции или незаконных сделок, которые могли бы всплыть в ходе расследования Орских событий. Другая версия предполагает, что в архиве могли храниться списки агентов и информаторов местных спецслужб, и кто-то хотел получить доступ к этим спискам, чтобы использовать их в своих целях или, наоборот, уничтожить, чтобы защитить своих людей. Какая из этих версий ближе к истине? Мы не знаем, потому что официального расследования инцидента с архивом так и не было проведено. А охранник, который видел открытые шкафы, вскоре после событий уволился и уехал из Оша. И найти его сейчас не удалось. Все эти странные совпадения — встреча в бункере, бездействие милиции, отвлечение внимания правительства, анонимные звонки, проникновение в архив — складываются в картину тщательно спланированной операции, в которой каждая деталь была продумана, каждый шаг просчитан. Но даже самый совершенный план не может учесть всего. Всегда остается элемент непредсказуемости, человеческий фактор, случайность. И именно этот элемент непредсказуемости, возможно, и привел к тому, что события вышли из-под контроля, что вместо управляемого конфликта, который должен был продемонстрировать силу организаторов и заставить власть пойти на уступки, получилась кровавая бойня, унесшая сотни жизней и разрушившая тысячи судеб. Понимали ли организаторы, на что идут? Предвидели ли они возможность такого развития событий? Или они были настолько уверены в своей способности контролировать ситуацию, что не допускали мысли о катастрофе? И когда они поняли, что все пошло не так, что сделали? Попытались остановить то, что запустили? Или просто бежали, бросив людей на произвол судьбы? 11 июня 2010 года, около 9 часов утра, в одном из районов Оша началась драка между группой кыргызской и узбекской молодежи. Драка была обычной, такие случались и раньше. Обычно милиция быстро разнимала дерущихся, и все заканчивалось штрафами или несколькими днями ареста. Но в этот раз милиция не появилась. Драка переросла в массовую потасовку. К дерущимся присоединились другие люди, начали лететь камни, кто-то достал ножи. Через час в районе уже горели первые машины, а к полудню огонь перекинулся на дома. Свидетели рассказывают, что в толпе появились люди, которые явно не были местными жителями, которые действовали организованно, раздавали оружие, указывали цели для нападения. Один из жителей, который наблюдал за происходящим из окна своего дома, вспоминает: «Я видел, как к толпе подъехал грузовик, из него выгрузили ящики, и люди начали раздавать из этих ящиков какие-то предметы — палки, цепи, бутылки с зажигательной смесью. Это не была стихийная ярость, это была организованная акция. Кто-то управлял этой толпой, кто-то давал команды». К вечеру 11 июня Ош превратился в зону боевых действий. Горели целые кварталы, на улицах лежали тела убитых. Тысячи людей бежали из города, бросая все имущество. Милиция, которая наконец получила приказ вмешаться, была бессильна остановить хаос. Военные, введенные в город, также не могли контролировать ситуацию,
потому что не знали, кого защищать, кого задерживать, где стрелять, а где нет. Создавалось впечатление, что город погрузился в анархию, что никакой власти больше не существует, что каждый сам за себя. Но даже в этом хаосе были признаки того, что кто-то пытается управлять событиями. Свидетели рассказывают о людях, которые ездили по городу на машинах с рациями, которые координировали действия разных групп, которые указывали, какие дома поджигать, а какие оставить нетронутыми. Кто были эти люди? Организаторы, которые пытались реализовать свой план, несмотря на то, что ситуация вышла из-под контроля? Или новые игроки, которые воспользовались хаосом для своих целей? Усен Сыдыков в тот день находился в Оше. Согласно показаниям свидетелей, его видели в разных частях города. Он разговаривал с людьми, пытался что-то объяснить, куда-то звонил. Один из свидетелей, который видел Сыдыкова днем 11 июня, рассказывает. Он стоял возле горящего дома, и лицо его было искажено ужасом. Он кричал в телефон. «Осторожно! Это не то, что мы планировали!» Кто-то из толпы подошел к нему и спросил, что делать, а он ответил: «Я не знаю, я больше ничего не контролирую». Тогда я понял, даже те, кто это начал, уже не могут это остановить. Если эти слова действительно были произнесены, то они показывают, что Сыдыков осознал. План провалился, события вышли из-под контроля, и теперь никто не знает, как это остановить. Но означает ли это, что он раскаялся в том, что сделал? Или просто испугался последствий для себя лично? К вечеру 11 июня стало ясно, что ситуация катастрофическая, что без решительных мер город будет полностью уничтожен. Временное правительство объявило чрезвычайное положение, в Ош были введены дополнительные войска, начались массовые задержания. Но было уже поздно. Сотни людей погибли, тысячи остались без крова. Город был разделен на враждующие зоны, где царили страх и ненависть. И вопрос, который задавали все — кто виноват? Кто довел ситуацию до такого состояния? Власть обвиняла сторонников свергнутого президента Бакиева. Оппозиция обвиняла само Временное правительство в неспособности контролировать ситуацию. Кыргызы обвиняли узбеков, узбеки обвиняли кыргызов. Но настоящие виновные, те, кто планировал и организовывал события, оставались в тени, и многие из них до сих пор остаются безнаказанными. Усен Сыдыков был арестован через 12 дней после начала событий, 23 июня. К тому времени он уже понимал, что его сделают козлом отпущения, что на него свалят всю вину, чтобы защитить других, более влиятельных участников заговора. Во время ареста он пытался сопротивляться, кричал, что его подставили, что он не один, что есть другие, кто должен сидеть рядом с ним. Но его слова никто не слушал. Следствие было заинтересовано в быстром закрытии дела, в том, чтобы показать обществу, виновный найден, справедливость восторжествовала. Можно успокоиться и жить дальше. Но справедливость ли это? Или очередная ложь, призванная скрыть правду о том, что произошло в июне 2010 года? Сыдыков до сих пор сидит в тюрьме, отбывая пожизненный срок. Он продолжает утверждать, что был не единственным организатором, что есть другие, кто должен нести ответственность. Но его слова остаются без ответа, его требования о новом расследовании игнорируются, его письма и заявления не доходят до общественности. Он стал символом трагедии, но не ее единственным виновником. И пока мы не узнаем имена всех, кто стоял за ошскими событиями, пока не будут рассекречены все архивы, пока не заговорят все свидетели, правда так и останется где-то там, в подземном бункере, в закрытых кабинетах, в памяти людей, которые боятся говорить. Можем ли мы когда-нибудь узнать полную правду о том, что произошло в июне 2010 года? Будут ли рассекречены архивы ГКНБ, где хранятся записи телефонных разговоров и документы о встречах в том бункере? Заговорят ли свидетели, которые до сих пор молчат из страха за свою жизнь? Признаются ли те, кто стоял за организацией событий, в своей вине? Или эта тайна так и останется неразгаданной, а имя Усена Сыдыкова навсегда останется единственным ответом на вопрос о том, кто виноват в трагедии, унесшей жизни сотен людей и разрушившей судьбы тысяч. История показывает, что рано или поздно правда все равно выходит наружу, что секреты не могут храниться вечно, что всегда находится кто-то, кто решается нарушить молчание. Возможно, этот день уже близок.
Возможно, кто-то из тех, кто знает правду, уже готовится рассказать ее. Возможно, в каком-то архиве уже лежат документы, которые изменят все, что мы знаем о божских событиях. Мы можем только ждать и надеяться, что справедливость когда-нибудь восторжествует, и что те, кто действительно виноват в трагедии, понесут заслуженное наказание. Представьте себе человека, который впервые за 15 лет решается рассказать то, что видел собственными глазами в те роковые дни июня 2010 года. Человека, который был настолько близок к центру событий, что знает имена всех ключевых игроков, слышал их разговоры, видел документы, которые никогда не попадут в официальные архивы. Этот человек — бывший водитель одного из высокопоставленных чиновников Временного правительства. Человек, который возил своего босса на секретные встречи, ждал часами у дверей кабинетов, где принимались решения о судьбе страны, и который случайно услышал разговор, объясняющий все, что произошло потом. Его зовут Бакыт. Фамилию он просит не называть, потому что боится не только за себя, но и за своих детей и внуков, которые до сих пор живут в Кыргызстане. Мы встретились с ним в маленьком кафе на окраине одного из европейских городов, куда он эмигрировал несколько лет назад, устав от страха и молчания. Руки его дрожат, когда он достает из старого портфеля потрёпанный блокнот, в котором записывал даты, имена, обрывки разговоров, которые слышал, работая водителем. Почему он решил нарушить молчание именно сейчас, спустя столько лет? Что заставило его рискнуть и рассказать то, что может стоить ему жизни даже за тысячи километров от родины? И самое главное, что такого он знает, что может перевернуть все наше понимание ошских событий и показать, кто действительно стоял за трагедией, унесшей сотни жизней? Бакыт начинает свой рассказ с того, что в мае 2010 года, через месяц после свержения президента Бакиева, атмосфера во Временном правительстве была крайне напряженной. Все понимали, что власть шаткая, что в любой момент может начаться новый переворот или народное восстание, что нужно действовать быстро и решительно, чтобы удержать контроль над ситуацией. Его босс, один из заместителей премьер-министра, отвечавший за связь с регионами, постоянно ездил на встречи, которые не значились ни в каких официальных графиках, встречался с людьми, чьи имена никогда не упоминались в прессе, вел переговоры, о которых не должен был знать никто, кроме узкого круга посвященных. Бакыт возил его на эти встречи, ждал в машине или в коридорах, и иногда, когда двери кабинетов были неплотно закрыты, или когда участники встреч выходили покурить и продолжали разговор на улице, он слышал обрывки фраз, которые складывались в картину, пугающую своей циничностью и жестокостью. Однажды, это было 8 июня 2010 года, за 3 дня до начала событий в Оше, Бакыт привез своего босса на встречу в одном из правительственных зданий Бишкека. Встречу, которая должна была быть короткой, но затянулась на несколько часов. Водитель ждал в коридоре, и в какой-то момент дверь кабинета приоткрылась, и он услышал голос своего босса, который говорил кому-то по телефону. «Да, мы понимаем риски, но у нас нет выбора. Если мы не дадим им выпустить пар сейчас, они взорвутся позже, и тогда мы вообще ничего не сможем контролировать. Пусть будет управляемый конфликт. Мы введем войска, покажем, что способны навести порядок, и тогда международное сообщество поддержит нас». Бакыт замер, не веря своим ушам. Управляемый конфликт? Это означало, что кто-то в правительстве знал заранее о готовящихся событиях и не просто не пытался их предотвратить, а наоборот считал их полезными для укрепления своей власти. Водитель не решился спросить своего босса о том, что услышал, но начал внимательнее прислушиваться к разговорам, записывать в блокнот все, что казалось важным. 9 июня, в день того самого телефонного разговора Усена Сыдыкова, Бакыт снова возил своего босса навстречу. На этот раз в частный дом на окраине Бишкека, где собрались несколько человек, которых водитель не знал. Но по их манере держаться и дорогим машинам у входа понял, что это люди влиятельные и богатые. Встреча длилась около 2 часов, и когда участники вышли, Бакыт услышал, как один из них, пожилой мужчина с седыми волосами и властным голосом, говорил другому. «Сыдыков сделает свою часть работы. Он уже дал команду своим людям. Теперь главное, чтобы наши в Бишкеке не дернулись раньше времени и не испортили все. Пусть ситуация развивается день-два. Пусть покажут по телевизору горящие дома и беженцев. И тогда мы введем чрезвычайное положение, покажем силу, и все поймут, кто здесь хозяин». Другой мужчина кивнул и добавил.
А что с Сыдыковым потом? Он же будет требовать свою долю? Первый усмехнулся и ответил. Сыдыков получит то, что заслуживает. Он слишком много знает, чтобы оставить его на свободе. Как только все закончится, мы его уберем, и никто не узнает, кто действительно стоял за этим. Бакыт почувствовал, как холод пробежал по спине. Значит, Сыдыков был не главным организатором, а всего лишь исполнителем, которого использовали и которого планировали принести в жертву, чтобы скрыть настоящих виновников. Если слова Бакыта правдивы, то вся картина ошских событий переворачивается с ног на голову. Получается, что трагедия была не результатом действия одного человека или группы южных политиков, пытавшихся вернуть себе влияние, а частью более широкого плана, в котором участвовали люди из самого Временного правительства. Люди, которые должны были защищать страну от хаоса, но вместо этого сознательно провоцировали его, чтобы укрепить свою власть и показать международному сообществу, что только они способны навести порядок в Кыргызстане. Это объясняет многие странности тех дней. Почему спецслужбы, зная о готовящихся провокациях, не предприняли мер по их предотвращению? Почему милиция получила приказ не вмешиваться в первые часы конфликта? Почему правительство в Бишкеке было занято второстепенными вопросами именно в тот день, когда на юге разворачивалась трагедия? Почему следствие так быстро закрыло дело, обвинив только Сыдыкова и нескольких его сообщников, но не коснувшись тех, кто стоял выше? Все это были не случайности и не ошибки, а элементы тщательно спланированной операции, в которой каждый играл свою роль. А Усен Сыдыков был назначен на роль козла отпущения еще до того, как сделал тот роковой телефонный звонок. Но кто были те люди, которых видел Бакыт на встрече 9 июня? Водитель не знает их имен. Он видел их лица, но не может назвать, потому что боится, что его найдут и убьют, если он скажет слишком много. Однако он описывает их достаточно подробно. Пожилой мужчина с седыми волосами, около 60 лет, говорил с сильным южным акцентом, носил дорогой костюм и золотые часы. Приехал на черном внедорожнике с тонированными стеклами. Второй мужчина, помоложе, около 45 лет, спортивного телосложения, говорил мало, но когда говорил, все слушали. Приехал на серебристом седане с правительственными номерами. Третий, самый молодой, около 35 лет, нервничал, постоянно курил, несколько раз выходил звонить по телефону. Приехал на такси. По этим описаниям журналисты, которые работали над расследованием орских событий, попытались установить личности участников встречи. И некоторые эксперты считают, что пожилой мужчина мог быть одним из крупных бизнесменов, контролировавших значительную часть экономики юга Кыргызстана и имевших связи как со старой, так и с новой властью. Второй мужчина, возможно, был высокопоставленным силовиком или чиновником из аппарата правительства. Третий — кто-то из младших помощников или координаторов, человек, который занимался технической стороной операции. Но это все предположение, доказательств нет. А Бакыт отказывается давать более точное описание, говоря, что уже сказал слишком много и что дальнейшие детали могут стоить ему жизни. После той встречи 9 июня Бакыт продолжал работать водителем еще несколько месяцев, но атмосфера изменилась. Его босс стал замкнутым, нервным, перестал брать водителя на важные встречи, начал пользоваться услугами других людей или ездить сам. Бакыт понял, что его отстраняют, что он стал нежелательным свидетелем, который знает слишком много. В сентябре 2010 года его уволили под формальным предлогом. Выплатили небольшую компенсацию и попросили подписать документ о неразглашении информации, связанной с его работой. Бакыт подписал, взял деньги и постарался забыть все, что видел и слышал. Но забыть не получалось. Каждый раз, когда он видел по телевизору репортажи о суде над Сыдыковым, каждый раз, когда читал в газетах о жертвах ошских событий, он вспоминал тот разговор, который слышал 9 июня, и понимал, что настоящие виновники остались безнаказанными, что Сыдыков сидит в тюрьме один, хотя должен был сидеть в компании тех, кто его использовал и предал. Несколько лет Бакыт жил с этим грузом, пока, наконец, не решил уехать из Кыргызстана, подальше от тех, кто мог захотеть заставить его молчать навсегда. Теперь, находясь в безопасности за 1000 километров от родины, он решил рассказать свою историю, надеясь, что она поможет восстановить справедливость, что кто-то услышит его слова и начнет новое расследование,
которая докопается до настоящей правды. Но насколько можно доверять словам Бакыта? Он не предоставил никаких документальных доказательств своих утверждений. Только записи в блокноте, которые он мог сделать в любое время. Только свои воспоминания, которые могут быть искажены временем или личными мотивами. Эксперты, которые анализировали его рассказ, разделились во мнениях. Одни считают, что он говорит правду, что его описания слишком детальны и специфичны, чтобы быть выдумкой, что он не имеет очевидных мотивов для лжи, особенно учитывая риск, на который идет, рассказывая эту историю. Другие сомневаются, указывая на отсутствие прямых доказательств, на то, что Бакыт мог неправильно понять услышанное или интерпретировать его в соответствии со своими представлениями о том, что произошло. Истина, как всегда, где-то посередине, и без дополнительных свидетельств, без доступа к архивам, без показаний других участников тех событий, мы не можем с уверенностью сказать, прав ли Бакыт или нет. Но его рассказ заставляет задуматься, заставляет задавать вопросы, которые должны были быть заданы еще много лет назад. Кто действительно стоял за Орскими событиями? Был ли Усен Сыдыков главным организатором или всего лишь пешкой в чужой игре? И если он был пешкой, то кто были те, кто двигал фигуры на этой кровавой шахматной доске? Пока Бакыт рассказывает свою историю в европейском кафе, в тюрьме строгого режима в Кыргызстане сидит человек, который мог бы подтвердить или опровергнуть его слова. Человек, который знает всю правду о том, что произошло в июне 2010 года, но который предпочитает молчать, потому что понимает, если он заговорит, его убьют. И не важно, что он находится за решеткой. В тюрьме убить человека даже проще, чем на свободе. Достаточно подкупить охранника или подсадить в камеру нужного человека. Усен Сыдыков отбывает пожизненный срок уже более 10 лет. И за эти годы он превратился из влиятельного политика, державшего в руках целый регион, в сломленного старика, который большую часть времени проводит в тюремной библиотеке, читая книги по истории и философии, пытаясь найти ответы на вопросы, которые мучают его каждую ночь. Тюремный врач, который наблюдает Сыдыкова последние 5 лет, рассказывает, что здоровье заключенного резко ухудшилось, что у него развилась тяжелая форма гипертонии, начались проблемы с сердцем, что он несколько раз терял сознание и был на грани смерти. Но каждый раз врачам удавалось его спасти. Сыдыков принимает множество лекарств, но они лишь замедляют развитие болезней, не излечивая их. Врачи говорят, что при таком состоянии здоровья он вряд ли проживет еще 5 лет, что тюремные условия убивают его медленно, но верно. Знает ли об этом сам Сыдыков? Конечно, знает. И это знание делает его еще более замкнутым, еще более упрямым в своем молчании. Он понимает, что время уходит, что скоро он умрет, и вместе с ним умрут все секреты, которые он хранит. Но он не хочет говорить, потому что боится не столько за себя, сколько за свою семью, за детей и внуков, которые до сих пор живут в Кыргызстане, и которые могут пострадать, если он раскроет имена тех, кто действительно стоял за Орскими событиями. Однако в 2021 году произошло событие, которое могло изменить ситуацию. К Сыдыкову в тюрьму пришел адвокат. Новый адвокат, которого он не знал и не нанимал. Человек, который представился как защитник прав заключенных и предложил свою помощь в подготовке апелляции на приговор. Сыдыков сначала отказался, сказав, что уже устал от судов и не верит в справедливость. Но адвокат настаивал, говорил, что появились новые обстоятельства, которые могут помочь пересмотреть дело, что есть свидетели, готовые дать показания в его пользу. Заключенный заинтересовался и согласился на встречу. Во время этой встречи, которая проходила в присутствии тюремного надзирателя, адвокат передал Сыдыкову несколько документов, якобы связанных с его делом. Но когда надзиратель на минуту вышел из комнаты, адвокат быстро сказал: «Я знаю, кто вас подставил. Я знаю имена тех, кто стоял за всем этим. Если вы согласитесь дать показания, я гарантирую вам защиту. Я вытащу вас отсюда». Сыдыков посмотрел на него долгим взглядом и спросил: «Кто вас прислал?» Адвокат ответил: «Люди, которые хотят справедливости. Люди, которые устали от лжи». Сыдыков покачал головой и сказал: «Справедливости не существует. Есть только сила и страх. Я выбрал страх, потому что сила меня предала. Передайте тем, кто вас прислал.
я ничего не скажу. Пусть живут со своими секретами, как я живу со своими. Адвокат больше не приходил, а Сыдыков вернулся к своему молчанию. Эта история стала известна благодаря тюремному надзирателю, который подслушал разговор и позже рассказал о нем журналистам за деньги. Подлинность этой истории невозможно проверить. Адвокат, о котором идет речь, не найден. Никто не знает, кто он и кто его действительно прислал. Но если эта история правдива, то она показывает, что даже сейчас, спустя более 10 лет после событий, есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы Сыдыков заговорил. И есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы он молчал. Борьба за правду продолжается, хотя и в тени, вдали от глаз общественности. И Сыдыков находится в центре этой борьбы, хотя сам уже не имеет сил и желания в ней участвовать. Он выбрал молчание как единственный способ защитить то немногое, что у него осталось. Память о себе не как о предателе, который выдал своих сообщников, а как о человеке, который принял на себя всю вину и понес наказание, не пытаясь переложить ответственность на других. Благородство это или трусость? Каждый решает сам. Но факт остается фактом. Пока Сыдыков молчит, настоящие виновники Орских событий остаются безнаказанными, и справедливость остается недостижимой мечтой для тех, кто потерял близких в той трагедии. Но есть еще один человек, который мог бы пролить свет на события июня 2010 года. Человек, который был на другом конце того самого телефонного разговора 9 июня. Человек, которого следствие так и не смогло или не захотело найти и допросить. Этот человек, которого в материалах дела называют «абонент X», до сих пор остается загадкой. Кто он? Где он сейчас? Жив ли вообще? Существует несколько версий. Согласно одной из них, абонент X был убит вскоре после Орских событий, чтобы заставить его молчать навсегда. Согласно другой версии, он жив, но скрывается за границей под чужим именем, получив защиту от тех, кто заинтересован в сохранении тайны. Третья версия, самая конспирологическая, утверждает, что абонент X вообще не существовал, что телефонный разговор был инсценировкой, записью, смонтированной спецслужбами для того, чтобы создать доказательства против Сыдыкова. Какая из этих версий ближе к истине? Мы не знаем, потому что все попытки найти абонента X заканчивались ничем. Все следы обрывались, все свидетели либо молчали, либо исчезали. Однако в 2019 году в интернете появилось видео, на котором человек с закрытым лицом, говорящий на кыргызском языке с южным акцентом, утверждал, что он и есть тот самый абонент X, что он разговаривал с Сыдыковым 9 июня, но что разговор был совсем не таким, каким его представили в суде. По словам этого человека, Сыдыков звонил ему не для того, чтобы отдать приказ о выводе людей на улицы, а для того, чтобы предупредить о готовящихся провокациях и попросить помочь предотвратить конфликт. Фраза «выводи людей на улицу», согласно этой версии, была вырвана из контекста и означала не призыв к погромам, а просьбу организовать мирные демонстрации, чтобы снять напряжение и не дать ситуации взорваться. Человек на видео утверждал, что запись разговора была отредактирована, что из нее вырезали ключевые фрагменты, которые объясняли истинный смысл слов Сыдыкова, и что это было сделано намеренно, чтобы обвинить его в организации событий. Видео вызвало бурную реакцию в интернете, но эксперты быстро установили, что оно было снято с использованием программ изменения голоса и что личность человека на видео невозможно установить. Видео могло быть как подлинным свидетельством абонента X, так и очередной провокацией, призванной запутать следствие и общественность. Истина осталась неизвестной, а видео вскоре было удалено со всех платформ по требованию властей Кыргызстана. Если абонент X действительно жив, и если его версия событий правдива, то это означает, что Усен Сыдыков не только не был главным организатором Орских событий, но и вообще пытался их предотвратить. Что его обвинили в преступлении, которого он не совершал, что вся история с телефонным разговором была фальсификацией, призванной найти козла отпущения и закрыть дело как можно быстрее. Но если это так, то почему сам Сыдыков не рассказал об этом на суде? Почему не потребовал провести экспертизу записи, не настаивал на поиске абонента X и его допросе?
Возможно, потому что понимал, система уже решила, что он виноват, и никакие доказательства его невиновности не будут приняты во внимание. Возможно, потому что ему угрожали, обещали расправу над его семьей, если он будет сопротивляться. Возможно, потому что он сам был частью системы и знал, как она работает. Знал, что бороться бесполезно, что лучше принять приговор и надеяться, что со временем правда все равно выйдет наружу. Какая бы ни была причина, результат один. Сыдыков сидит в тюрьме, абонент X исчез, а настоящие виновники ошских событий остаются на свободе. Возможно, даже продолжают занимать высокие посты и влиять на судьбу страны. Прошло более 10 лет с тех трагических дней июня 2010 года, но раны, нанесенные ошскими событиями, до сих пор не зажили. Город Ош восстановлен, сожженные дома отстроены заново, беженцы вернулись, жизнь вроде бы вошла в нормальное русло. Но под этой внешней нормальностью скрывается глубокая травма, недоверие между этническими группами, страх перед тем, что история может повториться. Люди, пережившие те дни, до сих пор просыпаются по ночам от кошмаров, до сих пор вздрагивают от громких звуков, до сих пор не могут забыть лица убитых, крики раненых, запах горящих домов. Психологи, работающие с жертвами ошских событий, говорят, что посттравматический синдром наблюдается у тысяч людей, что многие из них нуждаются в длительной терапии, но не получают ее, потому что в Кыргызстане нет достаточного количества специалистов и ресурсов для работы с такими масштабными травмами. Общество предпочитает не говорить о том, что произошло, предпочитает делать вид, что все в прошлом, что нужно жить дальше и не ворошить старые раны. Но молчание не лечит. Молчание только консервирует боль, делает ее хронической, передает из поколения в поколение. Семьи погибших до сих пор требуют справедливости, требуют наказания всех виновных, а не только тех, кого власти назначили козлами отпущения. Они создали общественные организации, проводят митинги памяти, собирают свидетельства и доказательства, надеясь, что когда-нибудь будет проведено новое независимое расследование, которое установит полную правду о том, что произошло. Но их голоса остаются неуслышанными. Их требования игнорируются, их митинги разгоняются милицией под предлогом нарушения общественного порядка. Власти не заинтересованы в том, чтобы ворошить прошлое, потому что это прошлое может вскрыть неудобные факты, показать, что среди нынешних чиновников и политиков есть те, кто был причастен к трагедии, кто знал о готовящихся событиях и не сделал ничего, чтобы их предотвратить, или даже способствовал им. Проще закрыть тему, объявить, что виновные наказаны, дело закрыто, и двигаться дальше. Но можно ли двигаться дальше, не разобравшись с прошлым? Можно ли построить будущее на фундаменте лжи и недосказанности? История показывает, что нет, что рано или поздно прошлое догоняет тех, кто пытается от него убежать. Что правда все равно выходит наружу, пусть и спустя годы или даже десятилетия. Усен Сыдыков остается в тюрьме, его здоровье ухудшается с каждым годом, и врачи говорят, что он может не дожить до конца срока. Его семья несколько раз подавала прошение о помиловании или хотя бы о переводе в колонию с более мягким режимом. Но все прошения были отклонены. Власти не хотят показывать милосердие к человеку, которого они сделали символом трагедии, потому что это может быть воспринято как признание того, что приговор был несправедливым. Сыдыков продолжает молчать, продолжает отказываться от интервью, продолжает хранить секреты, которые мог бы раскрыть. Его молчание — это его последняя форма власти, последний способ контролировать ситуацию, последняя возможность защитить то, что для него важно. Но это молчание также означает, что правда может умереть вместе с ним, что когда его не станет, мы потеряем последний шанс узнать, что действительно произошло в июне 2010 года. Бакыт, бывший водитель, который рассказал свою историю, живет в эмиграции и старается не привлекать к себе внимания. Он дал несколько интервью, опубликовал свои записи в интернете, но дальше этого не пошел, потому что боится последствий. Он знает, что есть люди, которые хотели бы заставить его замолчать навсегда, и что расстояние в 1000 километров не является гарантией безопасности в современном мире. Он надеется, что его свидетельства помогут когда-нибудь восстановить справедливость, но не верит, что это произойдет при его жизни. Он устал от страха, устал от молчания,
устал от того, что правда остается невостребованной. Но он продолжает жить, продолжает надеяться, продолжает верить, что рано или поздно кто-то услышит его голос и сделает то, что должно быть сделано. Абонент X, если он жив, остается в тени, и его судьба неизвестна. Возможно, он живет под чужим именем в какой-то далекой стране, пытаясь забыть о том, что произошло. Возможно, он мертв, убитый теми, кто не хотел, чтобы он рассказал свою версию событий. Возможно, он до сих пор в Кыргызстане, живет обычной жизнью, и никто не знает, что именно он был тем человеком, с которым разговаривал Сыдыков в ту роковую ночь. Его молчание, добровольное или вынужденное, является еще одним препятствием на пути к истине, еще одной недостающей частью головоломки, без которой полная картина не может быть собрана. Те, кто действительно стоял за Ожскими событиями, если верить свидетельствам Бакыта и других источников, продолжают жить своей жизнью, возможно, даже продолжают занимать влиятельные позиции в обществе. Они не понесли наказания, не испытали угрызений совести, не признали свою вину. Для них Ожские события были всего лишь политической операцией, которая частично удалась, частично провалилась, но в любом случае осталась в прошлом. Они спят спокойно по ночам, не видят кошмаров, не слышат криков жертв. Или все таки слышат? Или все таки боятся, что однажды правда выйдет наружу, и им придется ответить за то, что они сделали? Мы не знаем, что творится в их душах, мы можем только предполагать. Но одно можно сказать точно. Пока они остаются безнаказанными, справедливость остается недостижимой, а общество остается расколотым и травмированным. Ожские события 2010 года стали одной из самых темных страниц в истории современного Кыргызстана. Трагедией, которая унесла сотни жизней, разрушила тысячи судеб, оставила глубокие шрамы на теле общества. Прошло более 10 лет, но вопросы остаются. Кто действительно стоял за этой трагедией? Был ли Усен Сыдыков главным организатором или всего лишь пешкой в чужой игре? Существовал ли план, разработанный на самом высоком уровне, или все произошло стихийно, в результате накопившихся противоречий и ошибок властей? Мы не знаем ответов на эти вопросы, потому что те, кто знает правду, молчат. А те, кто пытается ее найти, сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Но поиск правды должен продолжаться, потому что без правды нет справедливости. Без справедливости нет примирения. Без примирения нет будущего. Рано или поздно архивы будут рассекречены, свидетели заговорят, документы всплывут на поверхность. Рано или поздно мы узнаем, что действительно произошло в те роковые дни июня 2010 года. И тогда, возможно, общество сможет залечить свои раны, простить, но не забыть, и двигаться дальше, к будущему, построенному на правде, а не на лжи. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Усена Сыдыкова и события июня 2010 года до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду